Всем доброго утра, хорошего настроения. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Начинаем свой день, как всегда, на Якутия-24. Эту неделю со вторника, что, конечно, немножко нас расстраивает, потому что мы с вами будем на один день меньше. Но, тем не менее, стараемся все наверстать и подарить море хорошего настроения и, конечно, последние новости. Поэтому просыпайтесь, начинайте готовить завтрак. Эти ближайшие 50 минут мы проведем вместе с вами. Ну и, конечно, напоминаем, что у нас есть канал в мессенджере Max, подписаться на который вы можете, используя QR-код, который вы видите на своих экранах. Но сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. Кажется, что гораздо солнечнее стало. Ты, как всегда, на велике? Нет, сегодня пешком пришел. Даже пешком, представляете, ну, значит, точно солнечный. Ну, итак, в центральных районах сегодня минус 4 плюс 10, Заречной группе 3 градуса ниже нуля, 10 градусов тепла. В южных от минус 1 до плюс 14, в Вилюйской группе 3-11 со знаком плюс, в Нижнеленских минус 1 плюс 7. В западных у нас 2-11 выше 0, в Колымо-Дигирской группе улусов минус 6 плюс 13. В Янских от минус 7 до плюс 7, ну вот так стабильно. Ну а на северо-западе пока еще ниже 0, минус 11, минус 2. В Якутске в 6 часов утра температура составила 1 градус ниже 0, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, штиль, ветра нет. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ну а вот температура, ну уже близимся к лету, плюс 12, плюс 14 градусов. Ну отлично, очень хорошо. Все, ты можешь гулять пешком. Можно пуховик, наверное, уже складывать. Да, можно уже разрабатывать грядки. Да, наверное, кто-то уже что-то высаживает в парнике, я думаю, вовсю. В общем, начинаем дачный сезон шашлыков и готовимся к лету. Ну, а чтобы быть таким энергичным, ну и, конечно, нужно смотреть нашу программу. Ну, а прямо сейчас давайте узнаем, какие новости произошли к этому часу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Госдуме предложили выплачивать многодетным компенсацию на покупку полиса ОСАГО. Компенсация может составить 100% стоимости уплаченной страховой премии в пределах 10 тысяч рублей с возможной ежегодной индексацией. Право на компенсацию предлагается предоставить многодетным семьям со среднедушевым доходом не более 2 размеров прожиточного минимума на каждого члена семьи. Автор инициативы напомнил, что в России действует система мер социальной поддержки многодетных. Она включает льготы на оплату коммунальных услуг, предоставление земельных участков, частичное освобождение от транспортного налога, но затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности государство не компенсирует. В целом в России самая высокая потребность в работниках торговли. Больше всего вакансий открыто в ритейле, промышленности и строительстве. Лидирует сфера ритейла. Там особенно ждут продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов. На втором месте промышленности и производства, где нужны слесари, электрики, токари, а также конструкторы, технологи и механики. Замыкает тройку строительства. Здесь остро требуются электромонтажники, электрогазосварщики, слесари, сантехники, инженеры-проектировщики и сметчики. Кроме того, нехватка кадров ощущается в транспорте, логистике и медицине. Хандыга помогает фронту. Волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов. Волонтеры разного возраста и профессий находят время в своем плотном графике, чтобы вместе плести маскировочные сети. Для кого-то это несколько часов после работы, для кого-то целый день. Но всех их объединяет одно – искреннее желание помочь и внести свой вклад. Работа требует терпения, аккуратности и слаженности. И с каждым днем к инициативе присоединяются новые люди. Сплетенные сети отправляются туда, где они действительно необходимы и помогают нашим бойцам, находящимся в зоне СВО, выполнять свои задачи и оставаться в большей безопасности. Ну, вначале у нас сетей не было, поэтому нам приносили рыболовные сети, и мы ими вязали. А потом уже стали покупать уже такие с большой ячейкой, и размерами они были у нас 2 на 2, 4 на 2, 6 на 3 стали. В основном сейчас мы вяжем большие маскировочные сети для транспорта. Да, но люди тут из населения приносят рыболовные сети. Рыболовные сети мы тоже таких расправляем и отправляли тоже туда, на фронт.
Мастер-класс по изготовлению поделок из эпоксидной смолы провела педагог 3-й городской школы Ленска для жен участников специальной военной операции. В предыдущие месяцы участницы приготовили десерты, получили уроки самообороны, научились петь, посетили занятия йогой и пообщались с психологом. На этот раз организатор Владлена Инешина предложила девушкам выполнить поделку из эпоксидной смолы «Лето на память», используя для этого сухоцветы и частички, привезенные с моря, песок, раковины, жемчужины. Девушки смогли окунуться в атмосферу творчества и интересного общения. Каждая создала красивую работу, которую забрала домой. Всех интересует результат. Процесс сам интересный, но самое интересное, когда через сутки она застывает, и ты видишь свою работу, как она переливается. Но, конечно, здесь человек успокаивается. Кроме того, радует глаз. Это не то, что своими руками сделано, но, может, по-разному сделано. Работа сама себе ювелирная, красивая. Вот. И поэтому, да, эмоции получают. И с удовольствием хотят ей заниматься. И дети, и взрослые, и пожилые, да, всем нравится. И это очень хороший подарок. Очень красивый подарок, волшебный подарок. Сезон конного спорта в Якутии официально открыт. Первый старт в этом году по традиции посвятили празднованию Дня Победы. Скорость и грацию показали 30 отборных голов лошадей. В самом ожидаемом противостоянии схлестнулись давние соперницы: Сунтарская красавица Партия и Мегинская жемчужина Чемчук. Победу одержала кобыла родом из Сунтарского улуса, опередив противницу на секунду. Триумфатором на дистанции в 1800 метров стал хангаласский жеребец Сулус. Всего же на ипподроме Агату провели 6 скачек. Следующий забег состоится 12 июня. Жокеи и их подопечные пройдут отбор на Кубок главы Якутии. Рокси первое место занял, Партия первое место заняла. Конкуренция, конечно, большая. Она вообще все на этом, на нервах на ажиотаже. Все хотят выиграть. Будем готовиться к 12 июня на отборные скачки. Там, если все нормально, будет уже на Ильдархан. А так вот, скачки прошли для нас хорошо. Ну, довольны. И будем дальше работать, готовиться. Иногда кажется, что утро начинается слишком рано. И единственное упражнение, которое мы готовы сделать, это глубокий вдох под одеялом. Ну и мы вас прекрасно понимаем. Поэтому сегодня никаких прыжков и приседаний. Ложимся на спину и качаем пресс. Или хотя бы хорошее настроение. Смотрим, как сделать утреннюю зарядку, не вставая с кровати. Всем доброе утро! Сегодня мы сделаем зарядку прямо на коврике. Итак, поехали! Первое упражнение у нас очень простое. Мы ложимся на спину, вытягиваем ножки, кладем ручки за голову и по очереди поднимаем правую и левую ножку. Это упражнение можно выполнять 1-2 минуты. На самом деле оно очень несложное, но эффективное. Поднимаем ножку, делаем выдох, ставим себе таймер, включаем себе красивую музыку, веселую музыку и наслаждаемся нашими упражнениями. Обязательно дышим и думаем о хорошем. Следующее упражнение у нас будет ягодичный мостик. Ручки мы выводим вверх, затем поднимаем таз вверх, прожимаем ягодицы и делаем выдох. Сильно не прогибаем корпус, поднимаем ягодицы, сжимаем и наверху делаем выдох. Это упражнение мы выполняем 1 минуту. Стараемся руки положить полностью на пол, чтобы наша спина расправилась, чтобы у нас выровнялась осанка. Кстати, это упражнение тоже очень хорошо выравнивает нашу осанку, выпрямляет спину. Следующее упражнение у нас будут махи на боку. Все очень просто. Нижнюю ногу сгибаем, верхнюю выводим чуть-чуть по диагонали, носок на себя и начинаем поднимать. Вы можете поставить себе таймер на 1 минуту или посчитать 25-30 повторений. При подъеме ножки мы делаем выдох, вниз, вдох, выдох, вдох, выдох. Обязательно не забываем дышать, потому что это очень-очень важно.
Следующее упражнение называется лодочка. Итак, мы вытягиваем руки вверх. Шея у нас продолжение спины. Мы ее вот так вот не запрокидываем. Ножки у нас немножко по диагонали. Поднимаем одновременно руки и ноги наверх. Поднимаем, опускаем и верхние точки мы фиксируем. Это упражнение выполняем 15-20 повторений в медленном темпе. Наверху мы выдыхаем, вдох, выдох. Это упражнение очень хорошо помогает для поясницы. Укрепляет мышцы поясницы, укрепляет мышцы ягодиц. И, конечно же, у нас здесь в данном случае работает очень хорошо спина. Вдох и выдох. Наверху немножечко фиксируем. Итак, у нас на этом все. Если вы хотите быть здоровыми, красивыми и сильными, то вам обязательно нужно заниматься спортом. Но если у вас нет по какой-то причине сейчас времени на это, вы можете начать заниматься прямо дома. И начните с зарядки. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Пока-пока. Ну, продолжаем делиться хорошим настроением и новостями. В Якутии, как и по всей стране, стартовал всероссийский конкурс «Лучший по профессии». За этим соревнованием скрываются истории людей, достигших высокого мастерства в своем деле. Конкурс дает возможность не только ощутить признание своего труда, но и показать молодежи, что рабочие специальности могут быть престижными, востребованными и интересными. Подробнее о конкурсе нам сегодня расскажет Светлана Горюшинская, председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Доброе утро. Светлана, доброе утро. Ну и, конечно, для начала расскажите, пожалуйста, что представляет собой всероссийский конкурс «Лучший по профессии» и почему он проводится в нашей стране уже много лет? На самом деле, в первую очередь, конечно, это конкурс профессионального мастерства, где каждый наш мастер может проявить себя и показать, что действительно в нашей стране есть люди, которые куют нашу экономику и делают развитие, и эти люди именно рабочих профессий. Главным организатором по всей России является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, и по поручению президента нашей страны в прошлом году этот конкурс прошел мощную перезагрузку и дан такой очень серьезный старт, расширенной номинации. И вот в этом году в нашем регионе мы уже участвуем в 8 номинациях. А скажите, какие профессии представлены на региональном этапе конкурса в Якутии и в этом году, и какие из них сегодня особенно востребованы? Номинации формируются в соответствии с прогнозом, который в прошлом году в рамках национального проекта «Кадры» сформировали его в целом по стране и, конечно, по регионам также. И отобраны были 25 номинаций, 25 профессий. Это сварщики, это вот буквально был сюжет в самом начале, то, что это и механизаторы, агрономы, то есть, в принципе, все отрасли захвачены этим конкурсом. В нашем регионе 8 номинаций, как я сказала, и мы уже провели 24-25 апреля был проведен уже у нас региональный этап ветеринарного фельдшера. У нас главными, ну, скажем так, площадки основные — это ведущие образовательные организации, отраслевые наши министерства, которые готовят этот конкурс. Чем вот конкурс 2026 года отличается? Появились ли новые формы участия? Главным отличием у нас стала номинация «Второй старт». Кроме рабочих профессий, вот в прошлом году, например, «Второй старт» — это были те специалисты, которые прошли профобучение, и как раз Якутия в этой номинации заняла первое место в прошлом году. В этом году эта номинация специально проходит для участников специальной военной операции. И здесь нет каких-то квалификационных требований именно там, к стажу, может быть, работы, да, к определенным компетенциям. Здесь в большей степени нужно рассказать о себе, как после специальной военной операции наши ребята входят в мирную жизнь и уже себя удачно реализуют. Здорово. Да, как проходит конкурс на практике? Какие испытания предстоит пройти участникам, чтобы доказать свое профессиональное мастерство?
Начинается все с теории. Как и везде, нужно пройти тестирование и именно по своим номинациям ответить на ряд вопросов, начиная как бы от профессиональных и заканчивая, конечно же, это промышленная безопасность, охрана труда, потому что все-таки специалист на месте работы должен знать полный спектр и чувствовать себя комфортно и безопасно. Вторая часть — это практика. Если это сварщик, то это обязательно заваривание швов по определенным чертежам, определенные детали. Если это повар, то технологические карты и, ну, конечно, какие-то шедевры, наверное, да, мастерства и в своем искусстве. Ну, вот как-то так. Очень интересно. Ну, вообще посмотреть на результат. Да, обязательно у нас создаются в каждой номинации свои экспертные комиссии. Они создаются из общественных организаций. Это профсоюзы обязательно, которые тоже следят за тем, чтобы конкурс проходил в рамках регламентных. Да, поэтому все честно. И я думаю, что в этом году наша республика покажет себя на федеральных этапах уже ну, очень серьезно. Мы возьмем не только одну номинацию. Сейчас до 30 июня проходят региональные этапы, и отраслевые министерства проводят их каждый ну, вот по своей номинации, и победители в региональных этапах обязательно едут на федеральные этапы и представляют себя. В этом году еще одно новшество было, что в рамках национального проекта «Кадры» предусмотрены финансовые средства. Здорово. То есть, получается, конкурсанты не только имеют возможность повысить свою квалификацию, ну, потому что все равно новые знания, да, показать себя, но получается и ощутимые перспективы при победе. То есть ездить на федеральный уровень и что еще победитель? Главный приз — 1 миллион рублей. То есть еще и денежное удовольствие. Да, но здесь на самом деле я не мерила бы в деньгах, потому что это бесценный опыт. Вот, когда профессионал своего дела, он чувствует и работает постоянно, ежедневно, да, он иногда, ну, как по-простому говорится, глаз замыливается. А когда в кругу своих единомышленников, таких же профессионалов, выход из зоны комфорта своего рода такой, да, то здесь уже видно свои как раз-таки те места, точки роста, где можно еще больше улучшить свои компетенции и идти вперед. Плюс ко всему, конечно, его замечает на предприятии и руководство тоже. Поэтому своего рода карьерная траектория, да, она может несколько измениться у тех, кто участвует в таких конкурсах. Поэтому заявочная кампания у нас уже началась. Вот сейчас самое ближайшее — это у нас конец мая. Повара у нас пойдут, как бы, да, и мы увидим на площадке, я думаю, шедевры кулинарии, да. Далее у нас идут сварщики, машинисты экскаватора, мастера отделочных работ, агрономы, механизаторы. Ну, вот, как я и сказала, второй старт участников специальной военной операции мы тоже ждем. Где подать заявку? Через портал «Работа в России». Это единый цифровой портал, где все, что связано с работой, с профессиями, с компетенциями, официально можно найти именно на этом портале. То есть любой человек, специалист в своем деле, может подать или должен через работодателя? Через работодателя. Через работодателя. В принципе, вот если мы говорим о втором старте, не обязательно работать у конкретного работодателя на предприятии. Наши участники специальной военной операции сейчас очень хорошо развивают предпринимательское дело. Поэтому даже если он самозанятый предприниматель, но уже работает, то, безусловно, мы ждем на конкурсе. Это очень интересно для начинающих тоже. Скажите, почему, на ваш взгляд, сегодня особенно важно повышать престиж рабочей профессии и привлекать молодежь на производственные специальности? Потому что на сегодняшний день, когда мы говорим о кадровом дефиците, когда мы говорим о том, что требуется нашей экономике, мы говорим именно о рабочих профессиях. Официально, вот, как раз на портале «Работа в России» больше всего требуется на сегодняшний день 65% это рабочие профессии. И это начиная от электромонтеров, сварщиков, как мы говорим, да, и заканчивая машинистами огромных больших машин, техники, операторы БПЛА, слесари абсолютно разных категорий, разных квалификаций, поэтому все-таки смотреть именно в это направление сейчас престижно. И я всегда говорю то, что сейчас
Раньше говорили то, что если будешь плохо учиться, будешь работать на заводе, а сейчас говорят, если будешь хорошо учиться, может быть, тебя возьмут на завод. Понимаете? Времена меняются. Спасибо вам Это большое. здорово. Действительно так. Спасибо большое, очень интересно. Ну и ждем, конечно, результатов наших участников. Но знаете ли вы, что 12 мая можно смело называть профессиональным праздником сразу нескольких специалистов? В этот день в разные годы человечество получило не просто новые технологии, а совершенно новые профессии, без которых мы сегодня не представляем жизни. Да, так 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл. А именно она во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. А в 1937 году коронацию Георга VI впервые была показана на телевидении. Это событие создало профессию телеведущего и утвердило статус кинозвезды. Ну а о том, чем еще знаменательный день сегодняшний, узнаем прямо сейчас. На календаре 12 мая. Сегодня Международный день медицинской сестры. Международный день охраны здоровья растений. По народному календарю 9 целителей. По народным поверьям 9 мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей. В это время полагалось произнести специальный заговор от 9 напастей. Этот день в истории. 996. В Киеве освящена первая на Руси каменная церковь Десятинная. 1664. Состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале. 1945. Открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. В этот же день завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Прага освобождена от фашистских захватчиков. В этот день родились Карл Шуман, немецкий спортсмен, 4-кратный олимпийский чемпион. Яков Гаккель, русский инженер, конструктор, ученый-электротехник. Индра Деви, мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах. Кэтрин Хепберн, американская актриса, 4-жды лауреат премии «Оскар». Владимир Ухин, советский телеведущий, диктор центрального телевидения, заслуженный артист России. Андрей Вознесенский, советский российский поэт, прозаик, общественный деятель. В этот день родилась также Алина Кабаева, российская гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель. Именины сегодня у Арсения, Артема, Василия, Ивана и Федота. Ну а где-то между священной горой Фудзи и весенним небом Земля позволяет себе маленькую шалость. Перекрашивается в розовый. Небо, усыпанное сакурой, мы видели, но ковер из флоксов – это совсем другая магия. Каждый апрель в Японии привычные парки превращаются в ковры, самолеты нежно-розовых и белых оттенков. Это не просто цветение, это море у ног, которое затягивает с головой. Гости парка прогуливаются по извилистым дорожкам и фотографируются на фоне живописных пейзажей. Вид на цветущий маховой флокс на фоне горы Фудзи поистине уникален. Такую картину можно увидеть только здесь и только в это время года. Так что наслаждайтесь этой потрясающей красотой. Садовник Накамура отметил, что у этого великолепия есть обратная сторона – скоротечность. Сейчас флокс в полном расцвете, но некоторые из ранних сортов очень скоро отцветут. Я пересаживаю именно их. Фестиваль Сибадзакура ежегодно привлекает тысячи путешественников со всего мира. С середины апреля до конца мая в парке распускается более 800 тысяч ярких цветов. После солнечных полей Японии поговорим о дожде. А если быть точнее, о правильном произношении этого слова. Обратимся к Ане Шкатуляк за разъяснениями. Доброе утро, дорогие телезрители! Якутск, думается, нельзя назвать столицей дождей. Чаще всего, когда мы говорим о дождях, то из всех городов России нам вспоминается Санкт-Петербург. Но мы сегодня с вами будем говорить не о погоде и не о климате, а о слове «дождь». Знаете ли вы о том, что слово «дождь» раньше было принято произносить с мягким московским произношением? То есть в Якутске сегодня дождь, или в Якутии повсеместно идут дожди.
И такое произношение зафиксировано в стихотворениях русских и советских поэтов. Например, Блоковская. «Дай отдохнуть на уступе скалы, дай расколоть это зеркало мглы, чтобы лохматые тролли визжа вниз сорвались, как потоки дождя». Но постепенно появляется и твердое произношение «дождь» и «дожди». И поэтому произношение мягкое «дождь» и «дожди» стало называться предпочтительным. Современные словари допустимыми считают оба произношения – и «дожди» с «дождями», и «дождь» и «дождь». Однако вот это мягкое московское произношение постепенно становится устаревшим. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Но в Индонезии жители стали свидетелями редкого и по-настоящему завораживающего природного явления. В небе появились радужные облака. Видео с необычным феноменом мгновенно разлетелось по соцсетям. Многие пользователи даже решили, что кадры созданы с помощью нейросетей. Однако ученые объясняют это абсолютно реальное атмосферное явление, которое называется иризация облаков. Оно возникает, когда солнечный свет проходит через мельчайшие капли воды или кристаллы льда в тонких облаках. В результате свет рассеивается, и облака начинают переливаться всеми цветами радуги. Специалисты отмечают, что для появления такого эффекта должны совпасть сразу несколько условий. Особый угол падения солнечного света, определенная структура облаков и подходящая влажность воздуха. Именно поэтому увидеть подобное зрелище удается крайне редко. Очевидцы признаются, выглядело это так, будто небо включило режим спецэффектов. Да, действительно завораживает, очень Ты красиво. видел когда-нибудь что-нибудь подобное? Я самое, что красиво видел, это в Тампонском улусе, в Тампонском районе, в горах. Посмотрел, вышел утром, солнце, и как раз был морозный день, утро. И я увидел, Галло мы привыкли там видеть солнце, и потом где-то 4 отражения. Да. Там было 12 отражений. Вообще Потрясающе. полностью 360 градусов вокруг. Наверное, нам все-таки, живущим на севере, жаловаться грех, потому что у нас и северное сияние, и завораживающий блеск весной снега на солнце переливается и отражается. Отражение от рек потрясающее после дождя, когда просто река отражается, и в ней отражаются облака, да, река спокойна. То есть, мы люди счастливые, но, конечно, хотелось бы что-нибудь удивительное тоже увидеть. Вот это очень красиво, да. Ну, в общем, ждем кадры, ждем с поездок, Руслан. Всё. Возможно, все будет. А когда мы смотрим на белоснежные облака, появляются ассоциации о воздушном пломбире. Хабаровским школьникам посчастливилось побывать на настоящей фабрике мороженого. Подробности от наших коллег. Наверняка у многих в детстве была мечта побывать на фабрике мороженого. Но не просто посмотреть, а попробовать разные сорта прямо с конвейера. Теперь эта мечта вполне осуществима благодаря промышленному туризму. Хочешь побывать на фабрике или заводе? Записывайся на экскурсию. Что мы и сделали. Надо же когда-нибудь исполнить детскую мечту. На хабаровской фабрике мороженого «Зайца» гостей встречают регулярно. Эта группа школьников приехала из города Зея. У нас ребята с Приморья, с Амурской области, с Якутии. Сегодня будут еще ребята с Сахалина. Поэтому у нас такая география достаточно обширная. Очень много с края. Случайных людей на таких экскурсиях не бывает. Здесь все, включая учительский состав, большие фанаты мороженого. Любите мороженое? Обожаю. Да, я действительно очень люблю мороженое. Ела очень много, потому что вкусно. Много — это сколько? Вообще летом я как-то съела 5 штук за день. 10 штук за день. 10 штук за день съел, да? Как потом себя чувствовал? Нормально. Знакомство с предприятием начинается с истории его возникновения. Основал фабрику сладкоежка и большой любитель мороженого хабаровчанин Илья Амирханов. Приключилась такая история, что на 3-м курсе института нечем было платить за учебу, пришлось заниматься бизнесом, пришлось где-то зарабатывать деньги. Я решил, что я попродаю мороженое. Мне понравилась эта идея, бизнес-модель сформировалась хорошая, и я с этого и начал. И так уже 25 лет практически делаю мороженое. Мы за основу взяли рецепт советского пломбира. В основе пломбир, но различные дополнительные ингредиенты придают каждому сорту индивидуальный вкус. Работают на натуральном молоке от местных производителей. На сегодняшний день в арсенале компании более 30 видов мороженого. Названия необычные. В них зашифрованы вкусовые нюансы. К примеру, «Белка в шоке». Это шоколадное мороженое с большим количеством ее любимых орехов – фундука.
«Игра престолов». Тут добавлены самые дорогие ингредиенты – гранат и кедровые орехи. Какой вкус у айс-крыма? У айс-крыма на самом деле вкус отпуска. То есть это у нас мороженое с кокосовым вкусом, да, там кокосовая стружка часто используется, и плюс киви. Кто это все придумал? 89% это люди в соцсетях, это не мы. Это все они, это творчество народное. Мы немножко только дорабатывали, чтобы уложиться в нормы законодательства Российской Федерации. Никаких ограничений, можно пробовать разное и есть столько, сколько влезет. Мечта сбылась, что уж тут скрывать, самый долгожданный момент экскурсии – дегустация. У тебя есть мороженое, и ты опять встала в очередь. Сколько раз планируешь очередь занимать? Не знаю. Пока не выгонят, да? Как ты думаешь, почему все дети любят мороженое, а взрослые уже не так? Ну, потому что оно сильно сладкое. Это же здорово. Ну, может быть, сахарный диабет. Все дети любят мороженое, потому что они не берут свое горло и могут есть его много, а взрослые, они уже заботятся о своем здоровье. Как ты думаешь, когда вырастешь, ты уже не будешь любить мороженое? Буду. Просто буду реже его себе позволять. Впрочем, для тех, кто любит полезное, есть своя линейка сладкого лакомства. К примеру, мороженое с мухоморами. Его начали здесь производить во время пандемии ковида, чтобы поддержать здоровье соотечественников. Наукой доказано, аминокислоты, которые содержатся в этих грибах, значительно повышают иммунитет. Но не все так просто с полезными добавками. Когда мы объявили, что у нас будет такой вид мороженого, ко мне посыпались звонки со всего края, что мы сейчас тебе соберем мухоморы и будет все классно, у нас их тут много, мы подготовим. На самом деле, конечно, так делать нельзя, поэтому мы обратились, конечно, к специализированной компании в Карелии, она занимается заготовкой, и они собирают мухоморы, делают на них сертификат пищевой, и, соответственно, их в определенной дозе, в микродозе, можно добавлять в продукты. Технологию производства мороженого с лимонником, чтобы молоко не свернулось, они прорабатывали в содружестве с ТОГУ, кафедрой, которая готовит пищевых технологов. А мороженое с соком пихты с новосибирскими учеными. Наша концепция, что мороженое должно не только приносить радость и удовольствие, а еще быть таким как бы функциональным, очень полезным продуктом. Очень вкусное, интересно готовится. Вкусно, классная экскурсия. Мне понравилось мороженое. Еще более радостной новостью для школьников является, что скоро заканчивается учебный год. Лето, отпуск, чемоданы. Казалось бы, что может пойти не так? Ну, например, сон в машине или отсутствие в меню детского, да, в ресторане. Ну и вечный вопрос, а мы уже приехали? Как не превратить поездку с детьми в сплошной стресс, а наоборот получить удовольствие всей семьей? Секретами делится наша постоянная рубрика «Дела семейные». Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Семейные дела» мы с вами поговорим о том, как путешествовать с детьми. Я многодетная мама, у нас 4 детей, и, соответственно, мы очень часто путешествуем с детьми и как по России, так и за границу. И, наконец-то, мы научились получать от этого удовольствие. Первым делом и самое главное – это подготовка. То есть, чем меньше неизвестностей, тем меньше тревоги у детей. Да, дети действительно тоже волнуются перед поездкой. То есть, первым делом мы садимся все, да, и начинаем обсуждать, то есть, полностью маршрут, куда мы едем, каким образом мы туда долетаем или доезжаем, добираемся, в общем, до пункта назначения. Что касается, например, старших детей, да, то есть они у нас уже подростки, и поэтому мы им говорим место назначения, и они уже, ну, благо у нас сейчас интернет есть возможности, найти в интернете все, что необходимо, и они уже смотрят, ищут разные локации, ищут разные места, которые они хотели бы посетить, да, и мы с ними уже обсуждаем и выстраиваем маршрут, именно план отдыха, исходя из этого. Далее, после того, как мы обсудили план поездки, план маршрута, мы начинаем обсуждать уже список необходимых вещей. Желательно его вообще подготовить, распечатать или самим написать. То есть просто садимся с семьей и начинаем составлять списки. То есть по спискам это будет сделать гораздо проще. Наши дети-подростки, они уже опытные путешественники, да, и поэтому они могут поехать в любое путешествие с одним рюкзаком. Туда они уже собирают только все самое необходимое. Единственное, это святое для них, это уход. Да, и поэтому все вот эти уходовые средства они складывают к нам в багаж. Вот. А что касается малышей,
то, конечно, когда мы были маленькие, у нас были полные рюкзаки только игрушек. То есть берите все самое необходимое, они брали только игрушки. Первый раз мы им разрешили, то есть они прям действительно везли все свои игрушки, да, но мы поставили условия, то есть это именно ваши вещи, да, то есть и каждый отвечает за свои вещи сам и самостоятельно их носит. 2 поездки, и после этого они уже поняли, что им игрушки в поездке не нужны, потому что они не успевают в них играть. Целый день очень насыщенный, и то есть вечером они приходят, они просто отдыхают. И еще, когда находятся в поездке, то есть так как у них уже есть игрушки, мы им сказали, мы, значит, новые игрушки не покупаем, ну куда это все везти, да, то есть и тут уже тоже у них такие, ага, то есть лучше не брать и лучше что-то потом, например, на память привезти уже, ну, с того места, где мы отдыхали. Детям мы обычно берем безбагажные билеты, да, поэтому они собирают в основном только свою ручную кладь, рюкзаки или там маленькие чемоданчики, и берем там 1, максимум 2 багажа на семью, и туда мы уже именно складываем все вот эти вот баночки, умывалки, то есть все, что больше 100 мл жидкости, да, которую мы не можем взять в ручную кладь. То есть все это складывается уже в багаж. На это экономит семейный бюджет, и это, ну, в принципе, гораздо удобнее, потому что багаж контролируем именно мы, взрослые. Очень важно ресурсное состояние родителей. То есть не пытайтесь прямо дать ребенку максимально все, как только вы туда только приехали. Мозг ребенка и так будет получать очень много информации, особенно если вы приехали, например, в другую страну. То есть это новая страна, другие люди, другой язык. То есть и мозг обрабатывает очень много информации и очень сильно устает. Поэтому в первое время дети, они обычно очень капризничают, то есть они хотят спать побольше, да, и в это время нужно все-таки дать там день-два на то, чтобы дети, они расслабились. Не ставьте перед собой задачу максимально посетить все экскурсии и отдыхаться так, чтобы после отдыха вам потребовался еще отпуск, да, то есть иногда мы действительно загоняем себя до такого состояния. То есть наша задача отдыхать, и мы отдыхаем всей семьей. Вся семья — это и родители, и дети. Не пытаемся кому-то доставить больше удовольствия, чем это требуется. Также, так как вы путешествуете с семьей, то есть обязательно нужно будет составить список лекарств, оформить страховки, то есть все, что может понадобиться на экстренный случай. Самое главное для того, чтобы отпуск прошел максимально весело, на ура, чтобы было очень много положительных эмоций, да, очень важно уделить внимание именно подготовке. То есть, конечно, очень приятно сделать сюрприз детям, да, но лучше, если они об этом знают. То есть, если вы сели, если вы обсудили, и они уже четко понимают, что их ждет, чего им ожидать, и уже все находимся в предвкушении того, чтобы приятно провести время. Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия имени Жараева присоединяется к всероссийскому проекту «Улицы героев», важной и нужной инициативе, которая направлена на сохранение исторической памяти. Этот проект по возвращению живой памяти о людях, чьими именами названы улицы наших городов, чьими подвигами мы гордимся. Ведь за каждой улицей судьба, за каждым именем уважение и благодарность. Мы обязаны передать эту память следующим поколениям с пониманием того, какой ценой была достигнута победа. Проект «Улицы героев» объединяет людей, укрепляет связь поколений и напоминает: пока мы помним, герои живы. Здравствуйте! Наша рубрика «История в кадрах» присоединяется к всероссийскому проекту под названием «Улицы героев», который направлен на патриотическое воспитание молодежи и призван рассказывать о героических поступках наших дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны. Насколько мы, горожане и жители города Якутска, знаем историю нашего города, а главное – имена тех, в честь которых названы наши городские улицы. Несколько лет тому назад здесь, на улице Федора Попова, была открыта торжественно легендарная скульптура первому герою Советского Союза Федору Кузьмичу Попову. Федор Кузьмич Попов родился 8 декабря 1921 года в Батаринском наследии Мегино-Кангаласского района. В 1930 году Попову вступили в колхоз. Паренек наравне со взрослыми стал тружеником.
На следующий год Федор поступает в школу, но в 1936 году из-за болезни родителей он вынужден был оставить школу и начать трудовую жизнь. В 19 лет Федора назначили бригадиром полеводческой бригады Сагагалах родного колхоза «Октябрь», где он трудился до июня 1942 года. И в этом же году Мегино-Кангаласским райвоенкоматом Федор был призван в ряды Красной армии и в том же году был направлен на фронт. В августе 1943 года Федор попадает на передовую. Прибыв на фронт, он был зачислен в состав 81-го стрелковой дивизии 467-го полка 3-й роты, где участвовал во многих наступательных боях на подступах к Днепру. Проявил себя смелым, решительным и отважным воином. Красноармеец Федор Попов одним из первых в полку в составе отделения 1 октября 1943 года переправился через реку Днепр у деревни Глушец. Своими смелыми действиями способствовал преодолению реки другими стрелковыми подразделениями полка. В траншеях врага вступил в рукопашный бой, захватил вражеский пулемет, открыл из него огонь и лично уничтожил свыше 70 фашистов. В бою 11 октября 1943 года Федор Попов был смертельно ранен и через 2 дня, 13 октября, скончался от полученных ран. Родные Федора Попова получили извещение о том, что верный присяге рядовой Попов, показывая отвагу и мужество, пал смертью храбрых в ожесточенной схватке с фашистами и похоронен в братской могиле с воинскими почестями на правобережье Днепра, на окраине деревни Глушец, Гомельской области, Белорусской ССР. Якутия чтит и бережно хранит память о своем легендарном сыне Федоре Кузьмиче Попове. Например, имя легендарного бойца носит грузовой теплоход в порту Тиксе, а школа, например, в городах Гомель, а в городе Якутске, селе Майя, Мегино-Кангаласского района с гордостью носит его имя. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами, это интересно. Но мы рады приветствовать всех, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. В эфире самая семейная и познавательная утренняя программа «Утро Якутии». И далее с улиц нашего города мы перенесемся в мир книг. Дарья Реева в рубрике «Книжная полка» сегодня расскажет о книге под названием «Дом, в котором». Сегодня я бы хотела рассказать вам об одной очень занимательной книге под авторством Мариам Петросян «Дом, в котором». Идея зародилась гораздо раньше, чем книга впервые вышла в свет. Будучи по образованию художником-оформителем, Мариам часто делала зарисовки персонажей и дома, в котором происходят все основные события. Сам по себе дом выглядит таинственно и жутковато, словно отрезан от всего другого мира. В этом доме находят пристанище дети-инвалиды. Наш главный герой – Эрик Циммерман, мальчик в инвалидной коляске, талантливый художник, любит задавать много вопросов и в целом открытый к миру. Он не сразу понял, что творится в этом интернате. И казалось, будто это какая-то своеобразная игра, когда дети называют друг друга не по именам, а по кличкам, разделяются не на группы, а на стаи, когда они живут своей собственной, особенной жизнью, практически без учителей, нянек и взрослых в принципе, с некоторыми исключениями, конечно же. Когда героя распределяют в 4-ю группу, дом потихонечку начинает раскрывать для него свои тайны. Теперь Эрика зовут Курильщик. «Дом, в котором» — это поистине уникальная книга, которую нельзя понять, прочитав ее всего лишь один раз. Перечитывая и перечитывая, вы с каждым разом будете находить что-то новое для себя. Один и тот же сюжет будет играть по-разному в зависимости от вашего восприятия. Как и говорила сама Мариам Петросян, это книга для тех, кто после просмотренного фильма смотрит все следующие части, предыдущие, все интервью и в целом с жадностью поглощает всю информацию, которая с этим фильмом связана. Также книга является своеобразной классикой своего жанра, что является еще одной причиной, почему вы должны с ней ознакомиться.
вами освещает самые заметные события. Доброе утро. На майские праздники аренда жилья в России подорожала на 7% по сравнению с прошлым годом, а число бронирований выросло сразу на 29%. Лидерами по популярности стали Петербург и Ленинградская область. Москва и Подмосковье заняли второе место. При этом в Краснодарском крае цены, наоборот, снизились на 7%. Большинство же россиян на майские выбирают квартиры, а не загородные дома. Причем 58% бронируют жилье спонтанно, всего за несколько дней до поездки. В топ городов для поездок на 9 мая также вошел Минск, а в топ-15 попали Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Брест, Краснодар и другие города. Всего в списке 15 направлений. В среднем путешественники планировали трехдневные поездки и выбирали отели, студии или однокомнатные квартиры, обращая внимание на близость к метро, наличие Wi-Fi, кухни, стиральной машины и парковки, а также возможность разместиться с детьми и животными. При этом из-за коротких выходных цены на посуточную аренду во многих городах в этот период даже снизились. Благополучие каждого постояльца – это главная цель. Намский дом-интернат имени Татьяны Ядрикинской для пожилых людей-инвалидов принял первых постояльцев в 2023 году при поддержке федерального проекта «Старшее поколение». Современное здание на 65 мест стало символом масштабной государственной поддержки пожилых. С первого дня пребывания в учреждении работают 4 отделения – милосердие, передышка, активное долголетие и дневной полустационар, а также социальные и медицинские реабилитационные кабинеты. С февраля месяца садим герань, потому что герань – это такое неприхотливое растение. Когда цветет, это очень красиво. Люди радуются, старики. Это цветет у нас до зимы постоянно. Что мне здесь очень нравится, так это территория. Я, значит, на коляске, у меня сестра на коляске, я гуляем на воздухе. Это очень хорошо. Усть-Алданский музей истории и краеведения открыл экспозицию «Эхо двух войн, двух веков». Она связывает Великую Отечественную и специальную военную операцию. В музее уже собрано более 100 экспонатов времен 41-45 годов. Среди них личная военная форма и личные вещи ветеранов. А теперь коллекцию дополняют и предметы, переданные участниками спецоперации. Так наглядно проявляется связь поколений и преемственность подвига разных эпох. С недавнего времени участники СВО начали давать свои вещи, форму, флягу, каски, флаг, оберег и другие свои личные вещи. В нашем районе, в Усть-Алданском, 4 героя войны. Герой гражданской войны Гаврил Егоров, герой Великой Отечественной войны Владимир Лонгинов, Михаил Стрекаловский и герой СВО Алексей Неустроев. У нас в музее отдельно оформлена экспозиции, посвященные СВО и легендарному танку «Алеша». В Таиланде неожиданно вырос спрос на российские продукты. Покупатели активно раскупают бородинский хлеб, селедку, красную икру и детское питание. Эти позиции на рынке уже больше полугода и почти не задерживаются на прилавках. Найти отечественные деликатесы можно в крупных сетях. Так что, похоже, вкусы россиян находят отклик и у жителей Таиланда, и у туристов. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну а сейчас мы поговорим о том, что волнует каждого, у кого есть дом, земля и соседи. Казалось бы, купил участок, поставил забор и живи спокойно. Но на деле спокойствие часто заканчивается там, где начинается «а давайте я построю вот здесь». Требования к жилому участку, красные линии, нормы отступов, а главное – человеческий фактор. Что делать, если сосед считает, что ему можно все? Или если вы сами хотите что-то перестроить, но боитесь конфликта? Сейчас мы обсудим эти интересные вопросы. У нас в студии юрист Сергей Бердюгин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, скажите, с чего начать, если я только что купил земельный участок и хочу построить дом? Вот какие документы нужно проверить в первую очередь? Конечно, стоит еще перед покупкой земельного участка определиться, что именно вы хотите делать, использовать, как хотите вы пользоваться этим земельным участком. Это будет или строительство жилого дома, или ведение личного подсобного хозяйства, да, то есть выращивание каких-то культур, да, содержание животных или птиц. У нас есть несколько видов земель с такими видами разрешенного использования, как для строительства индивидуального жилого дома,
для ведения личного подсобного хозяйства, земли сельхозназначения для ведения огородничества или садоводничества. Строительство жилых домов у нас разрешено на землях с категорией под, естественно, под индивидуальное жилищное строительство для ведения личного подсобного хозяйства. С 2018 года у нас введена упрощенная процедура строительства, то есть для этого не надо собирать различные документы и проходить согласование в различных органах, а необходим просто уведомительный характер, то есть направляешь уведомление, где указываешь примерное расположение, какой будет объект, его характеристики, отправляешь его в администрацию и, соответственно, в течение 7 рабочих дней получаешь от них ответ, или они разрешают, или у них имеются какие-то замечания, которые необходимо будет исправить. Для того, чтобы начать строительство, кроме уведомления, необходимо, чтобы у вас был градостроительный план земельного участка, план расположения объектов на земельном участке и правоустанавливающие документы. Все это вы отправляете с уведомлением в администрацию и уже ждете ответа. Вот самое часто, когда сталкиваются со строительством, в том числе и частных домов, да, и каких-то дачных участков, да, дач, на каком расстоянии от границы участка можно строить дом, баню, гараж? Есть ли какие-то универсальные правила, которым бы могли воспользоваться обыватели без помощи специалистов, чтобы не выстраивать прям там точки и не делать сложное планирование участка? В первую очередь надо знать, что у нас имеется правило землепользования и застройки, которые утверждаются в каждом районе. Они могут иметь различные отличия. Да? Они имеются, допустим, на сайте местных администраций, где все критерии, требования, они четко прописаны. Только после этого у нас идет федеральное законодательство и градостроительный кодекс. Есть, конечно, общие правила, то есть это минимальные расстояния. При строительстве жилого дома надо знать, что расстояние от красной линии, это у нас считается граница земельного участка, который выходит на улицу, должно составлять не менее 5 метров. И, соответственно, от соседей, от границы с соседями не менее 3 метров. Это для жилых домов. При этом для других построек, для нежилых, да, то есть это гаражи, бани, другие какие-то постройки, расстояние должно быть от соседей не менее чем 1 метр. Также необходимо соблюдать другие правила, да, это касается, если на участке есть какие-то деревья, да, там тоже должно быть определенное расстояние. Если дерево большое, то не менее 4 метров от дерева. Если оно среднее, не менее 2 метров. То есть, соблюдая эти правила, можно, в общем-то, возвести строение безопасно. Да. А какие постройки на участке обязательно нужно регистрировать, а какие нет? Помимо самих жилых домов, да, где дома, которые люди строят для того, чтобы проживать и регистрироваться в этих домах, у нас есть так называемые хозяйственные вспомогательные постройки. Да, это гаражи, бани, там, летние душевые, туалеты. Из этих объектов регистрации подлежат только те, которые являются капитальными. То есть какой у нас основной критерий для того, чтобы определить, капитальный это объект или нет, это прочная связь с землей. То есть эти объекты нельзя передвинуть без того, чтобы не нанести им ущерб. И, естественно, тут материал, из которого не построен. То есть это капитальный материал, кирпич, камень, бетон. Эти постройки, если они капитальные, их необходимо регистрировать. Остальные постройки, они не регистрируются. Но я еще слышал, что, например, если гараж, да, построили, если хотите его газифицировать, то его обязательно нужно также ставить на регистрацию. Да, есть такое, потому что к объектам, которые подлежат газификации, у них очень строгие требования, такие же, как к жилым домам. Естественно, это капитальный объект, только капитальные объекты у нас подлежат газификации. Ну и, конечно, мы начинаем все с ограждения, да. Вот хотим поставить ограждение вокруг своего участка, и у нас есть соседи. Вот какие есть ограничения по высоте забора, по материалу забора, может быть, еще какие-то ограничения там по самой структуре, там, чтобы не загораживать свет, не загораживать проезд. Здесь в первую очередь надо исходить из того, какой вид разрешенного использования вашего земельного участка. Если этот участок используется под индивидуальное жилищное строительство, у вас там находится жилой дом, то здесь требования не такие жесткие. То есть можно возводить, так сказать, капитальную глухую стену не только со стороны улицы, да, но и со стороны соседей. При этом есть определенные правила, да, также они устанавливаются
В каждом районе по-своему, да, в том числе у нас правила землепользования и застройки. Высота забора должна составлять от 1,5 метров до 2,2 метра. Если у вас участок относится к садоводческим участкам, да, вот СНТ, то там правила более строгие. У вас забор ограждения с соседями, он не должен быть глухим, капитальным, да, то есть он должен быть там полупрозрачным, до подобия сетки рабицы. И в любом случае, прежде чем ставить забор, вам все-таки необходимо согласовать это с соседями, чтобы потом не было конфликтной ситуации. Ну и вкратце, наверное, в завершении нашей беседы еще один такой вопрос достаточно важный. Вот могут ли у меня забрать участок, если я долго его не использую? Вот сколько времени можно не заниматься землей без последствий? Да, в прошлом году были внесены определенные дополнения. Хочу сразу сказать, что эти правила действовали до этого, просто они были сейчас уже более конкретизированы, что если вы более года не следите за своим участком, он вот захламлен, отсутствует ограждение, видно, что у вас там сорняки на этом участке, ну, никто не пользуется, то, конечно, сразу никто не будет решать вопрос о том, чтобы изъять у вас этот участок. Сначала вам выдадут предупреждение, дадут, допустим, год для того, чтобы вы выполнили необходимые предписания, привели участок в необходимый порядок. Если более 3 лет вы полностью игнорируете это требование, конечно, может решиться вопрос об изъятии, но изъятие тоже оно происходит только в судебном порядке. Спасибо большое. Ну, то есть Спасибо, можно Сергей. привести какие-то доводы. Спасибо большое, очень было интересно. Надеюсь, что нашим телезрителям было тоже очень полезно это узнать. Ну, дорогие друзья, на этой ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир и увидимся с вами вновь в это же время на наших телеканалах. Начинайте утро вместе с нами на «Утро Якутии». Ну и, конечно, хорошего, отличного настроения. Пока.